Позади 11 лет безупречной учебы или 99 месяцев упорного труда. Девушки в вечерних платьях, юноши в строгих костюмах. Для этих ребят сегодня особенный день. Саид Магомед Бедери отмечает, что заслуга в золотой медали не только его одного, но и родителей с учителями. Он уверен, если долго и упорно идти к своей цели, это бесспорно принесет ожидаемый результат. Было, можно сказать, сложно, но труд дал о себе знать, и знания, которые были получены мной, но они того стоили. В будущем я себя вижу не просто программистом, а то, когда нашему поколению взрослому говоришь, что я хочу стать программистом, они думают, нет, не стоит туда идти, надо быть экономистом, юристом, так как, по своему прошлому опыту. 21 век, век инновационных наук, и надо показать, точнее, что надо становиться уже более программистами, так как эта сфера является более той, которая приносит больший доход. Альбина Галаева уже определилась с будущей профессией. Девушка мечтала стать врачом. Понимает, что такой выбор, возможно, станет не самым легким, но к сложностям в жизни и учебе готова. Конечно, 11 лет были тяжелыми, но наши педагоги очень хорошие учителя, и они мне помогли. С детства у меня была мечта стать врачом. То есть эта мечта никуда не улетучилась, и я хочу поступить в мединститут, и хочу стать врачом. К медалистам приехал и глава Ингушетии. Махмуд Али Калиматов поздравил выпускников с успешным окончанием школы и отметил, что среди отличников немало тех, кто за минувшие 11 лет не только проявил свои выдающиеся способности в учебе, но и становился призером различных олимпиад и конкурсов. Махмуд Али Макшарипович подчеркнул, эту награду ребята заслужили своим умом, упорством и жаждой знаний. Я говорю и хотел бы, чтобы вы понимали, у вас большая ответственность теперь перед родителями. Когда вам захочется полениться, доучить, сдать экзамен, вы знаете, не менее переживают ваши родители. Поэтому я бы хотел родителям сказать, Барак Алхамович, чтобы вот тот труд, который вложили, он был восполнен ответом ваших детей. И вот самый волнительный момент. Медалистов приглашают на сцену. Эти считанные минуты останутся в памяти на всю жизнь. Награду каждому вручает лично глава Ингушетии. Жасмина Цычоева, выпускница Республиканского центра дистанционного обучения. Девушка приложила немало сил и терпения, чтобы получить именно такой конечный результат. С будущей профессией она также определилась. 11 лет учебы пролетели как один миг. К сожалению, мне очень грустно расставаться со своей родной школой. Я обязательно буду посещать, ходить в гости, потому что я очень люблю и ценю своих преподавателей и нашего директора. В будущем я вижу себя психологом, который будет работать на благо всем людям. Я очень постараюсь им помочь в преодолении каких-то трудных ситуаций. Золото, которого они добивались целых 11 лет, в руках у каждого выпускника. Разные по характерам, но их объединяет одно – тяга к знаниям. Это нелегкий путь был, я кропотливо трудилась, это были бессонные ночи, это были слезы, где-то была радость, но где-то были и падения, взлеты, все вот вместе было. Но если скомпенсировать, то я смогла достигнуть такого результата. Я бы хотела сказать будущим выпускникам, что если готовиться, у них все получится, главное верить в себя, в свои силы и в свои возможности. Вот. ЕГЭ – это, в принципе, несложный экзамен, если к нему готовиться. Здесь также собрались и учителя. Для них не просто расставаться со своими подопечными. Сегодняшний день – это еще и оценка их кропотливого труда. Много зависит от того, как учителя преподают свой предмет, как они заинтересуют ребенка. Наши учителя занимаются не только на уроках, но и дополнительно после уроков с детьми. Мы делаем все для того, чтобы подготовить выпускника к этим выпускным экзаменам, для того, чтобы привить ему умение работать самостоятельно. Ну и второй фактор, который, конечно, влияет, это желание самого ученика. Если у ребенка нет желания, тут какой бы учитель ни был, так максимально отработать с этим ребенком он не сможет.
Не меньше выпускников волнуются и родители, ведь благодаря именно их поддержке и усилиям дети шаг за шагом шли к своей заветной цели. Были огромные переживания, волнения за детей. Будучи педагогом, да еще психологом, я переживала вместе с детьми. Наверное, мы шли к этой медали долго. Очень девочка трудилась. Как отмечает министр образования Эсет Бокова, полученные знания медалистов станут надежным фундаментом их будущих успехов. Золотая медаль выпускника, ученика – это прежде всего результат слаженной работы учителя, родителя и ребенка совместно. Я хочу пожелать всем выпускникам свершения всех их желаний, все дороги, чтобы были для них открыты, и результаты превзошли бы ожидания. После церемонии награждения коллективное фото с главой республики на память. Каждый из выпускников планирует поступить в высшее учебное заведение и, став высококвалифицированными специалистами, трудиться во благо своей республики. Светлана Томова, Майрбек Миршоев. Новости 24.